2 года назад героями нашей передачи стала приемная семья Адамовых из Якутска. Так получилось, что двое братьев, Данил и Сережа, могли попасть в детский дом, и Татьяна Николаевна приняла мальчиков в свою семью. И вот спустя 2 года мы вновь приехали в гости к нашим героям. За это время в семье произошло много хороших событий. Татьяна Николаевна устроилась на постоянную работу. Старший родной сын вернулся из армии в Якутск. У приемных сыновей 9-летнего Данила и 6-летнего Сережи появилось много возможностей для разностороннего развития. Мы очень благодарны вашему фонду, что этим летом наконец-то был организован слет для приемных родителей, потому что мы с начала пандемии все сидели по домам, общение было только виртуальное по WhatsApp-группам. И тут мы наконец-то встретились, с кем общались в основном онлайн, встретились наконец-то вживую, поговорили о своих проблемах, поговорили о своих достижениях, порадовались за деток, порадовались за родителей, увидела людей, которые действительно настоящие энтузиасты своего дела. И как раз так как этот слет проходил во Дворце детства, я не только узнала, что какие там, не только познакомилась с родителями приемными, да, и еще и узнала заодно, какие там, про школу узнала. Оказывается, там школа, филиал 17-й школы по прописке, оказывается, берут. И узнала, какие там кружки бывают. Про навигатор 14 узнала. И детей записала, Сережу через навигатор 14 на осьминожку. Это подготовка к школе. Сережа очень хорошо там учится. Педагоги Дворца детства отмечают старания и большую заинтересованность Сережи на занятиях. Сереж, а что ты делаешь? Я рисую дом военных. Дом военных? Ага. А военные это кто такие? Военные это такие спасатели, которые охраняют наш город. Ты когда вырастешь, кем будешь? Военным. Военным. Нет, я буду спецназом. Спецназом будешь? Угу. А пока Данил помогает Сереже писать письмо Деду Морозу. Еще написать там. Еще. Во время каникул Сергей посещал детский интенсив в смарт-библиотеке, организованный для детей от 7 до 9 лет. Это прекрасная возможность интересно и увлекательно провести свои каникулы. В течение нескольких дней дети общались в легкой и непринужденной обстановке. Дети, конечно, им очень нравится, все-таки у нас не как в школе, да, мы там не сидим по партам, не поднимаем руки, чтобы ответить, И первый раз, когда Данил пришел, он тоже руку поднимал, когда ответ хотел сказать правильно, я говорю, давайте, у нас тут немножко другой формат, и все так немножко больше расслабились, да, начали дружить друг с другом, бегают, прыгают, в общем, дети нашли общий язык. Читальный зал стал любимым местом для Данила. Чему вас здесь учат? Сначала мы читаем сказки, а потом мы их рисуем, персонажи, а потом делаем какие-то прикольные, играем. Можешь почитать немножко мне? Да. Давай. Все дети любят сказки, многие даже сочиняют их сами. Сказки способствуют речевому развитию ребенка. В смарт-библиотеке созданы все условия для всестороннего развития и полезного времяпровождения детей. Мы увидели большую заинтересованность сотрудников библиотеки и огромный интерес детей ко всему происходящему. Татьяна Николаевна прилагает все усилия для полноценного развития мальчиков. Она много работает по выходным, почти не отдыхает, еще готовит нам еду. Или просто покупает нам или конфеты, или печенье, чтобы мы, когда проснулись утром, покушали их. Или уходили. Я обычно провожаю брата до садика, до группы, и сам иду домой. Татьяна Николаевна – человек с активной жизненной позицией. Она участвует во многих мероприятиях, и одно из них – 6-й республиканский слет приемных семей, прошедший этим летом в Якутске. Татьяна Николаевна воспитывает мальчиков 2 года
И на слете она смогла пообщаться с опытными приемными семьями, а также получить ответы от специалистов различных ведомств на интересующие ее вопросы. А совсем недавно приемная семья Адамовых стала победителем городского конкурса грантов для приемных семей. Мы в этом году еще и стали победителями конкурса городского окружной администрации, конкурс на грант главы города для приемных семей. Такая поддержка бесспорно очень важна приемным семьям. Она позволяет больше вкладывать в развитие детей и ощущать важность того, что делают приемные родители для своих детей. А их ответная любовь и забота – лучшая награда приемным родителям. Приемные семьи вносят огромный вклад в решение проблемы социального сиротства, и их поддержка со стороны государства очень важна. Если говорить вообще о ресурсном потенциале приемных семей, института приемных семей, то я считаю, что он недооценен в настоящее время органами власти. И мы должны еще раз очень внимательно посмотреть, что сделать можем для того, чтобы дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывались не в специализированных государственных учреждениях, а в семьях приемных. Вот статистика, которую фонд «Дети Саха-Азия» нам предоставил еще 4 года назад, в начале созыва сегодняшнего законодательного собрания, нас убедили в том, что, во-первых, статистика по возврату детей из приемных семей, когда родители не справились, она очень ничтожна. И нас это радует. И нас это воодушевляет на то, чтобы мы вели информационную просветительскую работу в родительском сообществе. И убеждали не бояться трудностей родителей, которые готовы, морально готовы взять ребеночка в свою семью. И те расчеты, которые фонд «Дети Саха-Азия» предоставил, расчеты по содержанию ребенка в сравнении приемная семья и государственное специализированное учреждение, опять-таки делает вывод в пользу приемных семей. Но у нас очень важный момент. У нас есть с вами возможности, финансовые, бюджетные возможности увеличить за рамками индексации ежегодной вознаграждение одному из приемных родителей. Я считаю, что есть, и бояться этого не нужно. Даже если мы примем такое решение на региональном уровне об увеличении, допустим, не на 5-10%, а сравнительно выше, то это не будет той существенной неподъемной нагрузкой на плечи государственного бюджета, но мы проблемы многих детей-сирот сможем решить очень эффективно. По итогам 38-го очередного пленарного заседания Госсобрания Элтумен был разработан закон, предусматривающий увеличение ежемесячного вознаграждения приемным родителям в 2 раза в целях поддержки приемных семей в нашей республике. Знакомьтесь, Майя, Данил, Максим и Семен. Майя у нас очень активная девочка. Нынче перешла в 8 класс. В школе тоже активистка, хорошо учится, по всем предметам успевает. Любит рисовать, очень хозяйственная девочка, всем помогает. И посуду мыть, и все делает. Помогает ухаживать за малышами. У нее здесь очень много друзей, все ее очень любят, уважают. Главное увлечение Майи – рисование. Это я рисовала, в защиту природы, у нас есть выбор. Либо беречь природу, и чтобы она была такой красивой, либо же мусорить, не беречь ее. Я люблю танцевать. Сейчас я хожу в лагерь, танцевальный, современные танцы, и занимаюсь там, учу всякие движения, танцы. Еще я люблю готовить. А что ты умеешь готовить? Готовить я умею много чего, там разные супы, вторые, выпечку разную могу готовить. Майя очень любит своих братьев. Маленького зовут Сеня, средний у нас Максимка и старший Данил. Сеня
в этом году закончил 1 класс. Мы очень любим рисовать, любим заниматься вот легой и лепить. А Максимка у нас подвижный, очень любит такие быстрые подвижные игры. И в то же время, вот когда вот, садится, он тоже очень любит играть в лего, собирает такие вот интересные разные. У нас что это? Самолет из вертолета. Самолет из вертолета, да? Данил, у нас 5 закончил. Он в классе, имеет такой вес, он как бы этот помощник старосты. Занимается Данил в военном клубе. Сейчас хожу в Молодую Якутию, там разбираем, собираем автоматы, вот эти магазины, патроны, собираем, разбираем. Тебе это нравится, да? Да, еще там, за 30 секунд отжимаемся и приседаем. Сколько ты сможешь сделать за 30 секунд там. А сколько ты делаешь за 30 секунд? Приседания 31, а отжимания 22. Есть свои достижения и у Максима. Это сертификат участника проекта «Безопасное поведение детей в сети интернет». От чего такой веселый? Я проснулся в этот день. От чего вставать с кровати? Мне с утра совсем не лень. На вопрос ответ простой. Это лето к нам пришло. Самый младший из братьев, Семен, любит заниматься творчеством. Я хочу показать вам свои рисунки. Это я делала такого вот чудика. Это город такой весь в снегу. И вот днем матери. Данил, Максим и Семен, как и все мальчишки, большие любители футбола. С удовольствием занимаются они и на турниках, спортивных снарядах, причем Майя ничуть не уступает братьям в физической подготовке. Дети очень дружные, позитивные и открытые. Они помогают и поддерживают друг друга, и мы надеемся, что найдутся те, кто примет их в свою семью.